Малгобекский сквер памяти и славы стал первым пунктом назначения для гостей из Чеченской Республики. Здесь увековечены имена более 2000 защитников города в годы Великой Отечественной. Есть и памятные стелы, посвященные героям афганской войны и современной России. А это вот список всех, кто принимал участие. То, что к защитникам Родины у нашей республики особое, трепетное отношение, приятно удивило и Эдуарда Мамакаева. В Ингушетии он бывал не раз, еще во времена Советского Союза, поэтому этот визит для него долгожданный. Цель сегодняшней встречи для народного писателя Чеченской Республики и директора литературно-мемориального музея Мамакаева – познакомиться с городом, который в 40-е годы выстоял в битве за Кавказ. Я знаю, что 5-6 раз из рук в руку передавался Малгобек фашистам. Я знаю, как фашисты рвались по этой долине до ближайшего Горогорска, 50-60 километров, абсолютно. И я вот сегодня как будто мой сон стал явью, мечтал быть, я откровенно говорю. И как в яве я оказался вот на этой благодатной вашей земле. За почти 45 лет активных поисков Эдуард Мамакаев сумел найти имена более 800 чеченцев, участников Великой Отечественной. В их числе и те, кто сражался под Малгобеком. Некоторые из этих имен также высечены на мемориальных плитах наших памятников. Конечно, приятно, когда у соседей, у этих братьев вот такое искреннее отношение к памяти, к прошлому. Такого уважительного отношения вашего общества, вашего руководства к памяти защитников нашей Родины после таких созданий мемориальных комплексов я впервые. Скажу, очень сказать восхищен, это даже мало, просто взволнован. Чеченская делегация приехала в рамках автопробега Грозно-Малгобек. Инициатором визита в наш регион по местам боевой славы выступил Союз ветеранов группы советских войск в Германии по Чеченской Республике. Автопробег приурочен к 80-летию окончания битвы за Кавказ. Она началась 25 июля 1942 года и продолжалась до 9 октября 1943. Это сражение стало одним из важнейших в истории Великой Отечественной войны. И такие поездки по местам славы не дают забыть потомкам победителей, кому они обязаны мирным небом, отмечают организаторы. Мы знаем, что вот на рубеже Малгобек, реки Терек, фашистские войска были остановлены. И дальше они не смогли продвигаться. Здесь очень много и войнахов погибло, и других национальностей. Вот такие поездки, они очень важны. Вот, дух и патриотическое воспитание молодого поколения и память сохранения солдат Великой Отечественной войны. Мы их помним, чтим, гордимся ими. Мероприятия, приуроченные к памяти защитников Великой Отечественной, в частности тех, кто воевал в битве за Кавказ, проходят по всей стране. Подключился к ним и наш регион. Так, месяц назад делегация из Ингушетии по поручению Махмуда Али Калиматова приняла участие в открытии аллеи памяти на гарнизонном кладбище в Бресте, где на мемориальных плитах увековечили имена защитников двух братских народов. Из 5 первых мемориальных досок, которые там, 2 доски чеченского и ингушского народа, посвященные отдельно. 2 доски. И когда люди туда подходили, да ты посмотри, говорит, так, чеченцы, ингуши, первые деньги войны здесь у нас в Бресте были, защищали Брестскую крепость. А что еще может быть для нас, войнахов, сильнее вот такого признания? Чуть больше о роли Малгобека в годы войны гости узнали, посетив музей боевой и трудовой славы города. Именно через Малгобек немцы двигались по направлению к месторождениям нефти в Грозном и Баку. В ожесточенных боях под городом погибло не менее 120 тысяч советских солдат и офицеров. Полностью Малгобек освободили от фашистов 3 января 1943 года. Они так и не смогли захватить город полностью. Музей стал завершающей точкой экскурсии для гостей из Чеченской Республики. В наш край делегация приехала не с пустыми руками. Директору музея Заурбеку Албагачиеву гости вручили книги, которые пополнят фонд. С уважением от имени нашей делегации хочу, чтобы она как-то помогла вам. А вдруг там найдете нового вашего земляка. Взамен руководство музея трудовой и боевой славы подарило представителям делегации редкие издания книг из собственного фонда. Подарком гости остались довольны, а в будущем они планируют приехать в наш край с очередным визитом. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.